Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада нашей новой встрече. И сегодня я хочу рассказать вам... Ой, что это такое? Ой, здравствуй, мышка-нарушка! Привет! Ой, а это что такое? Здравствуй, белый мышонок! Ну что же, у нас пришла весна, и все мышаты к нам прибежали. Да. А вы что же, пришли сказку слушать? Да, хороший сказ. Ну что ж, тогда я сегодня вам и нашим ребятам расскажу сказку «Иван-царевич и серый волк». Ой, хорошо. Устраивайтесь поудобнее, слушайте внимательно. В некотором царстве, в некотором государстве повадился вор ночной в царском саду яблоки золотые рвать. Отлично. Стерегли старшие два царевича вора, да не справились. Отправился тогда Иван, младший царский сын, яблоню досматривать. Ой, интересно. Не спит царевич, старается, как вдруг среди ночи свет в саду появился. Пригляделся Иван-царевич, а перед ним сама жар-птица. Яблоки с веток срывает. Схватил он гостю за хвост, да не удержал. Высвободилась воровка, только перо у Ивана-царевича в руках и осталось. Наказал царь сыновьям найти плутовку жар-птицу и в царские палаты доставить. Отправились царевичи в путь неблизкий. Да только потерял Иван по дороге коня. А как без коня пешему идти? И тут появился перед ним серый волк. Помогу я тебе, Иван-царевич, жар-птицу найти. Садись ко мне на спину, да слушай. Пустился волк в путь быстрее ветра. Рассказал, где птица волшебная прячется, да только строго-настрого велел клетку золотую не трогать. Добрались они темной ночью до дворца царя Афрона. Глядит Иван, клетка с жар-птицей. Да только не удержался царевич, решил клетку с собой прихватить. Тут поднялся звон да шум, выбежала стража и схватили царевича. За воровство подлое наказал царь Афрон Ивану достать ему коня златогривого. Пустился он на волчьей спине ко дворцу царя Кусмана задание выполнять. Да нарушил снова наказ серого волка. Взял вместе с конем золотую уздечку. Приказал царь Кусман Ивану привести за коня невесту, Елену Прекрасную. Отправился на этот раз серый волк сам за царевной. Подкрался волк к саду, глядит хитро из-за кустов. Елена Прекрасная с мамушками гуляет. Схватил он красавицу, допустился назад быстрее ветра. Жалко стало Ивану-царевичу с такой царевной расставаться. Обернулся тогда волк девушкой и в руки царю Кусману попал. Царь тут же свадьбу исправил. Взял он за руки молодую жену. Глядь! А под венцом волчья морда. Царь со страху обомлел, а волк мигом прочь убежал. Подъехали герои к палатам царя Афрона. Превратился на сей раз волк в коня златогривого, чтобы тем же обманом и жар-птицу получить, и с настоящим конем не расставаться. Счастливый царевич возвращался теперь домой, богаче любого царя. В руке держал он золотую клетку с птицей дивной. За уздечку вел коня, не сыскать второго такого на всем белом свете. А верхом на том бравом коне ехала его невеста, Елена Прекрасная. А серый волк отныне был Ивану и верным другом, и советчиком.
А у ворот дома встречал путников царь-батюшка. Глядел он на сына своего младшего и не мог нарадоваться. Вот какая сказка. Ой, хорошая сказка. Понравилось? Очень понравилось. Ну что ж, а теперь пришло время ложиться спать. Спокойной ночи, друзья. Спокойной Спокойной ночи. ночи!